Нурби, салам алейкум. Алейкум ассалам. Рад тебя приветствовать на нашем подкасте, который называется «Голос Абазин». Давно пытались его организовать, никак не получалось у нас. Наконец-то ты у нас в эфире. Рад тебя приветствовать. Взаимно. Для зрителей надо, наверное, пару слов сказать о тебе. Тебя зовут Нурби Дармилов, ты блогер, известная личность у нас в регионе, да и далеко уже за пределами нашего региона. Основатель бренда «Дневники фермера». Вот. Прошу любить и жаловать всех. Пожалуйста. Я думаю, что большинство наших зрителей с тобой знакомы, потому что медийная личность достаточно, да, известная личность в социальных сетях. Есть какой-то контингент, определенное количество людей, которые с тобой не знакомы. Вот для них немножечко расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, откуда ты, где учился, чем занимался и чем занимаешься сегодня. Еще раз добрый день, Мурат. Спасибо, что предоставили возможность пообщаться, попробовать себя в таком интересном направлении, популярном на сегодняшний день. Коротко о себе. Мне 35 лет, без 5. Без 20 дней. Без 5 лет, без 5 дней. Без 20 дней, да. 35 лет. Большую часть жизни прожил в мегаполисе, в Москве. Получил там юридическое образование. И в 2020 году, во время пандемии, вернулся в родной аул в Карачаево-Черкесию, в аул Старокувинск. И можно сказать, это был такой, наверное, рубеж такого нового Нурби. Если как бы громко это не звучало. Нурби 2.0, в общем, да? Да, 2.0. Да, прикольно, кстати. Надо запомнить, да, для социальных сетей. Кто я такой вообще? Хороший вопрос. Ты очень многогранная личность, я могу ответить на этот вопрос. Ты актер, ты блогер, ты актер театра и кино. Постоянно мы тебя привлекаем на различные проекты. В общем, талантливый человек, талантливый во всем, как говорится. И вот я буквально до начала этого подкаста я узнал, что ты еще и был рэпером, да? Ты занимался музыкой, читал рэп. Да, это вот было... Об этом я не слышал до этого. Очень слишком давно. Это как раз, когда мы с тобой познакомились. Да. Спустя 2 года. Мы в каком? В 5-м, 6-м году, да, на Мы с тобой, да, у нас это очень давняя история взаимодействия, давняя история знакомства, еще с Москвы. Это лет 15, наверное, да? Больше. Даже больше. Это 2006 или 2007 год. 2007 год. У меня еще была прическа такая. Да, кстати, такая большая прическа, лица почти не видно было твоего. Да, модничал, как говорится. На наших абазинских тусовках мы с тобой познакомились. Мы даже, по-моему, футбол вместе играли. Это РУДН, Юго-Западная. Я прекрасно помню этот день. Солнечный. Прекрасные времена. Это город Москва, для тех, кто не знает. Я тоже учился в Москве, в Российском университете дружбы народов. Хорошо учился, кстати, я знаю это. Откуда? Я пробил информацию. Тебе было интересно, в общем, да? Интересно. Это знаешь как? 1-1, чтобы было по-честному все. Ага, все, понял. Хорошо. Я запомнил. И если так подытожить, там, для наших слушателей, наверное, больше предприниматель, потому что, наверное, большая часть меня предприимчивая, любит находить какие-то там новые эмоции путем каких-то бизнес-проектов, общения, каких-то креативных подходов. Вот если коротко, наверное, предприниматель, чуть-чуть фермер, чуть-чуть блогер. Везде по чуть-чуть. Круто. Получается, ты очень долгое время жил в Москве. И ты поехал туда учиться не как студент, а ты с семьей там был, да? Или ты вообще в школе там учился, как я понимаю, да, в Москве? После 9 класса я вообще школу заканчивал, 9 классов в Невинномысске. В Невинномысске. Да, из них 2 года я учился в ауле. Причем аул очень любил и под разными предлогами уговаривал родителей отправить меня в аул. И основной предлог был это выучить родной язык. Получилось? Частично. Частично получилось, потому что у меня и мама, и бабушки разговаривают на черкесском дома. Соответственно, дедушка тоже и так далее. Абазины же знают черкесский в основном, а черкесы не знают абазинский в меньшинстве. И вот под этим предлогом уговаривал, очень любил аул. 7-8 класс учился в Старокувинске. Это были прекрасные 2 года моей жизни. Супер. Получается, ты закончил школу в Старокувинске, потом уехал в Москву. После 9 класса уехал в Москву. Учиться в школу. В колледж. В колледж. Да, я поступил в техникум юридический на Красно-Пресненской станции метро.
Помню такой метро, да. Лучший район в Москве, на мой взгляд, имени Красина. Причем колледж был, знаешь, я по брошюре искал учебное заведение с мамой. Ну и как-то отталкивались от географии. И, в общем, все нашли. Большая Грузинская улица. Приезжаем туда, а там церковь стоит. Смотрим адрес, наш адрес. Оказывается, мой колледж был раньше церковью грузинской. И в какой-то период там создали кабинеты, и получился техникум имени Леонида Борисовича Красина. Круто, круто. Ясно. Ну, получается, ты учился в Москве, окончил школу. Ты окончил университет, ты окончил техникум, да. Потом поступил в университет, получается. В университет я уже учился. В университете я учился здесь, в Черкесске, тоже в юридическом, заочно. И там даже шутка была при поступлении. В общем, мой дядя к этому институту имел непосредственное отношение. Там покойный Дармилов Александр. И у него была шутка. Я на всю жизнь ее запомнил. И, кстати, в обществе юристов я ее там периодически вытаскиваю наружу. Расскажи ее нам. Мы можем не понять, мы здесь не юристы, но... Очень прекрасная шутка, все поймут. И вот при поступлении он мне говорил, указывая на одного из моих братьев, которые такие, мягко говоря, не любили учиться. А он мне говорил: ты не будь как он. Он говорит, уголовное право от уголовного лева отличить не может. И это такая шутеечка прикольная, на мой взгляд. И заочно я здесь оставшиеся несколько лет обучился, получил диплом с хорошими отметками. Были попытки в последующем в этом направлении трудоустройства. Были попытки работать в этом направлении в Москве через знакомых, там еще какими-то путями. Я пытался устроиться там в суд, потом в Министерство экономического развития и так далее, и так далее. В общем, все попытки были безуспешны. И, видимо, я не так сильно этого хотел. И в какой-то период просто дорога меня привела обратно домой. Предпринимательство, да, потом вот в 30 лет. Очень интересно. Ну вот я тоже параллельно, получается, после 11 класса поступил в Москву, Российский университет дружбы народов. В 16 лет, в 17 лет закончил подфак, поступил на первый курс университета и на инженерный факультет. И, по-моему, на втором курсе мы с тобой уже познакомились. Это был 3-й год моего проживания в Москве. Угу. Знаешь, вот мы приехали вообще в Москву. Когда ты дома находишься, вообще-то некая закономерность, мне кажется, да, прослеживающаяся. Когда человек живет у себя дома, на малой родине, он как-то не особо тяготеет к своей культуре, к своему языку, вообще к своему народу. А когда он уезжает далеко за пределы своего аула, своей республики, он начинает тосковать, хочет услышать родную речь, пообщаться на родном языке, встретить своих земляков. И вот я это на себе сильно так прочувствовал. Первый год-два было не до этого, так сказать, да, мы приехали, интересно, смотрели Москву, гуляли, наслаждались студенческой жизнью, а потом вот на самом деле испытываешь какую-то пустоту внутри, ты вот тянешься к чему-то родному. И на тот момент не было у нас никаких землячеств, не было диаспоры такой сформированной абазинской. Мы ходили на землячество к черкесам, к адыгам, ходили к абхазам, но все равно хотелось что-то своего. И вот у нас получилось сформировать такое... Это была не первая, наверное, молодежная организация, но одна из наиболее активных в Москве по сей день. Вот мы сформировали эту диаспору, сформировали организацию, начали проводить проекты, собирать людей, и вот там вот впервые тоже мы с тобой познакомились. У нас были землячества, вечера, да, у нас, по-моему, ты даже в футбол с нами играл. У нас и в футбол играли, и команда была играли. абазинская, да, играли мы с различными народами, это, да, очень интересный этап, я думаю, нашей жизни. Так что мы с тобой давние. Футбол мы на Лужниках играли. Я помню, это красно-белая форма была. Красно-белая форма, да. С абхазами. С абхазами. Потом снекерсами нас угощали еще. Да. Еще и дождь шел. Еще и дождь очень серьезно был. У нас даже где-то фотография ВКонтакте еще есть. Да. Прям 9-й год. Всплывают эти картины, так прям ностальгия, как будто это было, не знаю. А сейчас мы здесь. 100 назад. Сейчас мы здесь с тобой, да. Тебе 35, мне 38. В общем, да. Много воды утекло.
Я потом, после того, как начал работать, как-то мы потеряли с тобой связь, долго не виделись с тобой, а потом уже мы с тобой начали встречаться уже здесь, в республике. Я слышал, что когда пандемия началась, я вернулся, наверное, с этого надо начать, я вернулся в 2012, наверное, году. В 2012 году у меня никаких событий не происходило, просто надо было возвращаться. Родители были одни, я вот принял такое решение. В принципе, ситуация сложилась таким образом, что вот все предвещало тому, что мне надо уже уезжать из Москвы и надо возвращаться на свою историческую родину. И за пару лет до этого тоже мы как-то с тобой потеряли связи, уже особо не виделись, не пересекались. Вот расскажи свою судьбу, как ты вернулся в Карачаево-Черкесию, что сподвигло тебя, что произошло вообще? Знаешь, Мурат, несколько лет, работая в одной компании, у меня все время было ощущение неудовлетворенности внутренней. Вот мне откликается твоя фраза, что хотелось чего-то родного всегда. А родное это же что? Это и запахи, это и звуки, это и люди, и природа, окружение. Вот это энергетика того места. И вроде заработок, да, неплохо зарабатываешь. Как-то в общем, какой-то капитализм и уровень мысли направлен в одну сторону. Вот как-то какие-то материальные моменты. Жизни особо не видно, получается. Да, ты проснулся, поехал, заработал, потратил и так далее. В какие-то хотелки материального формата. И, видимо, какая-то внутренняя природа, моя внутренняя природа, она протестовала против этого. То есть мои самые приятные моменты были это вечером спортзал, где я находил какую-то отдушину путем спортивных упражнений. Мое состояние выравнивалось. И в общем, на этом фоне через «не могу», через «не хочу», двигаясь к каким-то материальным, опять же, целям, купить хорошую машину и так далее, купить квартиру в Москве, это уже было такое, знаешь, как какое-то обязательное словосочетание. У него квартира в Москве, это что-то вау, обязательно, если ты в Москве живешь. И эти какие-то стереотипы общественные, я как-то против этого все протестовал. И предпринимал разные попытки в бизнесе. И с продовольствием, и с продажей техники. В основном это были продажи. В какой-то период, в общем, я стал отрываться от земли. У тебя это получается, да? Да, у меня получалось, причем очень комфортно, легко, несмотря на то, что многие вещи мне не нравились, но Всевышний дал какие-то способности находить информацию и применять ее в нужном месте и в нужное время. Но если открыто нам с тобой разговаривать, был момент, когда я прям перестал чувствовать почву под землей. Я, кстати, ранее об этом не говорил. Это будет такой мой первый экспириенс в этом плане, и хочу об этом поделиться. Меня начало уносить. Был хороший доход, очень хороший для молодого парня. И при всем при этом я не прилагал практически никаких усилий для этого. Каждый мой день начинался с того, чтобы как потратить, как свое эго потешить. Через некоторое время меня это привело в тупик. Начались сложности, начались проблемы, долги, серьезные долги. И это был такой для меня удар, своего рода удар. И ранее не было такого опыта, потому что меня бабушка, и моя семья всегда меня воспитывали с детства, что никогда не нужно брать в долг, например. И я четко этому правилу следовал. Получилось так, что я оступился, допустил ошибку, и этот, как снежный ком, оно начало все прям наваливаться. В итоге наступает один день, когда я сижу в аэропорту Шереметьево. Эта вся оболочка всех неприятных событий моей жизни, мне нужно принять решение. То есть решение, как
распутывать этот ком. Но в тот момент вообще не было понимания. Плюс пандемия, там все закрывается, все бизнес-истории на паузу, а обязательства, они у меня на пике вот в тот период. И думал, начну с чистого листа, поеду на острова, чуть-чуть там моя голова как-то в себя придет, там начну фотографировать, еще что-то. Ну, уверенность была, что я по-любому преодолею, но вот что-то меня направляло или на острова, или домой. Я вот даже уже сидел, смотрел билеты на самолет, и у меня как раз была сумма, которая в один конец долететь до островов, и все. И там будь что будет. Но мысль о том, что это будет слишком эгоистично с моей стороны в такой сложный период, непонятный, мы не знаем, что будет завтра, карантин там, и так далее, я принял решение уехать в аул. Хотя первая мысль, что в ауле, ну что я сейчас смогу создать там дома, где такая спокойная среда, где нету вот этой агрессивной конкурентной среды, где нет денег в широком смысле этого слова. Что там можно создать, тем более относительно за короткий промежуток времени? Ну вот, опять же, высшие силы, Всевышний говорит вот туда. И ты знаешь, Мурат, это, наверное, из всех возможных сценариев, это вот я уже сейчас могу смело об этом говорить, это был самый верный маршрут. Выбор. И, как я уже сказал, начало отрывать от земли. А тут меня, наоборот, максимально привязало к земле. В самом буквальном смысле слова. То есть мне в ауле правила свои. Там невозможно спать до обеда или еще что-то. Вот это правила, которые ты должен твердо соблюдать и следовать. Ранний подъем, обязательно трудиться. Потому что ты видишь, как там твой дедушка в 6 утра уже полным ходом все домашние процессы выполняет. Вот это и оказалось моим таким спасением в широком смысле слова, спасением того, что я должен был вот прям прикоснуться к этому всему. И самое интересное, что я начал от этого такой кайф получать, огромное удовольствие. Слушай, я вот сейчас тебя слушаю и тоже нахожу параллели вот со своей жизненной историей. У меня тоже была такая ситуация, как ты говоришь, немножечко отрываешься от земли, когда у тебя появляются возможности, большие возможности приобретать себе все, что ты хочешь, финансовые возможности. Да, и у меня была такая ситуация, прям, знаешь, я не буду вдаваться в подробности, но у меня была такая тоже неприятная история, когда ты начинаешь, как ты говоришь, совершать различные глупости, различные ошибки, и Всевышний тебя за это наказывает. Наказывает, он как бы возвращает тебя. Ты начинаешь улетать куда-то в космос, в астрал, и вот какой-то своей жесткой рукой, жесткой ситуацией он тебя возвращает обратно на землю. И это такой серьезный жизненный урок, который ты испытываешь. Это такая галочка, которая у тебя в голове сразу на всю жизнь появляется, и тебя это учит и дает хороший урок для того, чтобы в дальнейшем это тебе пригодилось. Это на самом деле, я думаю, что вот очень хорошая ситуация для твоей жизни, если ты сделал ошибку и сразу за это поплатился, и на своих ошибках ты, получается, учишься. И потом уже никогда в жизни ты эту ошибку не совершишь, по крайней мере, осознанно. И вот эта ситуация тоже вот дала мне понимание того, что так больше никогда делать нельзя. И после этого в своей жизни я начинал с такими ситуациями часто сталкиваться и уже принимал правильные решения. И это тоже постепенно привело меня туда, где я сегодня нахожусь. И вот я слушаю твою историю, вот вспоминаю даже историю Рахима Ионова, нашего прежнего гостя нашего подкаста. У него тоже интересная история. Он точно так же жил в Москве, потом вернулся. И он тоже приехал вообще на Абазинские игры с командой, с московской, и просто взял и остался. И вот я вот ищу параллели, какие-то точки соприкосновения, и очень много похожего. И это дает мне понимание того, что на самом деле мы там, где мы должны быть. Мы нужны здесь. Да, мы там, где мы должны быть, и мы здесь все самореализовались. Я в Алашаре, ты в сфере блогерства. Рахим тоже вот по линии административной работы пошел. Так что Всевышний ведет, безусловно, это вопрос предопределения. Это
В основе всего вот это, я неоднократно об этом думал, это же от любви так происходит, от любви Всевышнего к нам. Конечно. Это, понимаешь, вот эти уроки, которые мы получаем, и тут же моментально получаем наказание, скажем так. Ну, как, знаешь, котенка, когда вот учат его. Макают лицом. Да, макают лицом, чтобы он понял, вот куда надо. Вот то же самое с нами происходит. Вот, тут много аллегорий, там, вот как ребенок, допустим, который учится ходить. Вот он встает, падает, плачет, встает, падает, плачет, но родитель же его не перестает направлять. Мол, ну не можешь стоять, сиди. Такого же не происходит. Там где-то предостережет, чтобы там острые углы какие-то не были. Вот то же самое, я думаю, с человеком на протяжении всей жизни происходит. Мы, даже наш сегодняшний здесь опыт, это же наш первый опыт, поэтому мы завтра можем сидеть и размышлять, а вот здесь мы что-то не так сказали, а вот тут там чуть скучновато условно, а вот здесь можно было так, потому что это мы только начинаем эту историю. И вот так, если проводить параллели в жизни, мне кажется, гораздо проще становится жить, понимая, что мы все способны ошибаться, мы все учимся на разных этапах. И прекрасно, когда мы будем друг к другу относиться вот так же терпимо к ошибкам. Чего вот, если вот задавать философский вопрос друг другу, вот чего не хватает обществу сейчас, вот этого, мне кажется. Вот ты затронул очень важную тему, философскую, терпимость друг к другу. Это вот прям ты попал в точку, потому что, как ты сказал, на самом деле нам, если брать вообще наш народ, абазинам этого очень сильно не хватает. Мы вообще такие очень своенравные люди сами по себе, абазины, да, не любим, когда кто-то нами, да, командует, темпераментные, независимые, сами с усами, так сказать. Мы этого не любим. И знаешь, вот я наблюдаю, вот уже много лет работаю в организации Лошара, взаимодействую с большими массами людей. Вот. И я понимаю, что абазин объединить конкретно очень сложно из-за того, что у них такой темпераментный характер, потому что каждый, он своенравный, он считает, что его мнение должно превалировать над мнениями всех остальных, что именно только он прав. Вот. И, безусловно, это и положительная черта характера, где-то это необходимо, да, безусловно. Но в некоторых вопросах это чуть-чуть идет против нас, потому что сложно объединить людей. Потому что если ты хочешь взаимодействовать с людьми, тебе нужно где-то подстраиваться, где-то перенимать чужую точку зрения, да, поменять свою точку зрения. И здесь как раз-таки этой терпимости нам, на мой взгляд, немножечко не хватает. По крайней мере, не хватало раньше. Сейчас, возможно, наше общество чуть меняется. Вот когда мы делали базинские игры в ПСЖ, делали различные другие массовые мероприятия, ты уже начинаешь понимать, что общество тоже меняется. Вот сложно, но по чуть-чуть осознание происходит. Положительная динамика. Да, положительная динамика, что, да, безусловно, каждый из нас — это определенная личность, но в каких-то моментах для того, чтобы объединиться, нужно находить оправдания друг другу, да, нужно находить точки соприкосновения. И постепенно я смотрю, что наше общество меняется в лучшую сторону. Но это вот основная такая проблема, которая ранее не позволяла нам вот по-настоящему объединиться. Это как раз то, что хочет Муса Хабалевич Экзеков с самых первых дней создания организации Лошар. Он говорит, что нужно объединять людей, сами мы мало что сможем сделать. И как раз-таки, возвращаясь к нашему такому прежнему разговору о предопределении, о том, что все, что происходит не просто так. Муса Хабалевич тоже говорил давным-давно, что вот все возможности, финансовые возможности, которые у него есть, они не просто так ему пришли, что это Всевышний дал ему для какой-то определенной цели, и он видит свою цель как раз-таки в том, чтобы свой народ поднять на качественно новый уровень. Вот, это тоже огромное уважение. То, что пришло к нему, да, свыше, и то, чем он сегодня занимается, и то, чем мы помогаем ему заниматься здесь у нас в республике. Очень круто, очень круто. Возвращаясь к твоей истории, Нурби, ты вернулся в Старокувинск, и ты не знал, чем ты будешь заниматься. Ты просто вернулся наобум, не зная, что тебя ждет
у себя в родном селе. Как ты пришел к тому, что ты начал заниматься сельским хозяйством, стал фермером? Мне кажется, ты особо никогда этим не занимался, да? Я вот слушаю твое жизнеописание. Это что-то далекое было от тебя. Почему именно это направление, почему именно эта сфера? Мурат, это одна из любимых вообще историй. Я люблю говорить о горах, о восхождениях. И вот эта тема, как все началось в ауле. Когда я приехал в аул на фоне вот этих всех событий, которые меня шлейфом сопровождали, там, препятствия, задачи, сложности, проблемы, как угодно можно назвать, в ауле я почувствовал вообще максимальное душевное умиротворение. Знаешь, такой душевный уют. Там родная речь. Я слышал родную речь, и у меня все бальзам. Я готов был, как песню любимую на повторе, просто слышать, как люди между собой разговаривают на родном языке. Там какие-то простые запахи, натуральные запахи природы. Вот у меня получилось, знаешь, какой-то новый, вообще совершенно новый взгляд на аул. Хотя я туда периодически приезжал. Просто я приехал уже с такими намерениями, что это мое место. Вот здесь я найду те силы, которые позволят мне вот все прошлое положительно для себя закрыть, перевернуть эту страницу. Так и получилось. Почувствовал, что это твое место силы. Это прям идеальное место. Вот счастливее меня в моменте на земле, наверное, не было никого. Когда я понял, что здесь именно душой я понял, что здесь я все решу, я совсем справлюсь. Именно вот в этом маленьком ауле, где спокойная, размеренная жизнь, где там несколько уточек, там, несколько кур, там, корова, вот эти завтраки наши прекрасные, где там самые близкие тебе люди это готовят с любовью. И вот это все то, зачем я гнался ранее, там одежда хорошая, там, от кутюр, там, от знаменитых брендов, от каким-то стремлением к какой-то хорошей машине, там, квартира в Москве. Просто я в моменте понял, а зачем и для чего, а что это все значит. Ровным счетом ничего. И вот если мы не включали телевизор, ничего не напоминало о том, что сейчас очень сложные времена. А напомню, что это были времена пандемии, это март месяц 2020 года. Получается, природа красивая, птички поют, трава, там, коровы, бычки, овцы, там, кошки, собачки. В общем, жизнь бьет ключом. И таким ключом, который дает надежду и только самые прекрасные, положительные, позитивные вибрации на тему будущего. Будущее прекрасно в ауле, в настоящем. И получил вкус к жизни. Да, вкус к жизни. Да. Это все, вот к чему я прикасался, плюс у меня ностальгия по детству, где это лучше. Где там по утрам мы просыпались от шума сепаратора, там, и бежали с этой деревянной ложкой, стояли, ждали, пока это начнет сметана идти. И мне захотелось поделиться с людьми о своем ощущении. В первую очередь мне хотелось донести людям, что не бойтесь, все будет хорошо. То есть вот это условно было мое состояние. Вот в Москве я думал, ну все, конец. Что дальше? У тебя и проблемы серьезные, и плюс еще и времена неприятные. А в ауле я понял, что все решаемо, все пройдет, в первую очередь для меня. И мне захотелось об этом поделиться с людьми. Я решил, просто начал снимать там какие-то моменты. Вот просто. Потому что все, куда бы я ни посмотрел, это все контент. Вот тогда у меня уже только начало это, я прочувствовал, что это может быть интересно. Потому что я на все это смотрел с невероятным интересом. Люди самобытные, которым там с камерой подходишь, они не могут играть, они максимально там могут тебя палкой побить, там дядя твой, например, убери.
И вот это все я начал транслировать и понял, что у людей откликается. Абсолютно, практически у каждого человека. Откликается вот история с детством, история с родителями. И там, у 99% детства в деревне это наверняка только положительные эмоции. И посредством вот съемок, там, вот бабушка, вот дедушка, я познакомил там свою скромную аудиторию на тот момент со своими участниками нашего сериала. А вот наши завтраки. То есть я начал людям рассказывать, там, своим подписчикам из других регионов, в первую очередь из Москвы, мол, смотрите, как у нас. Вот это молоко, которое мы сегодня утром добыли. Вот это у нас сыр, который бабушка приготовила. Вот мясо, которое мы там барашку выращивали. И так далее, и так далее. Вот фрукты с нашего сада. И как-то все вот люди начали реагировать положительно. Мол, там, ой, как красиво, можно к вам приехать, у вас такое блаженство, так прекрасно. Ну, то есть 100% положительные реакции. И как-то вот это все начало мотивировать, снимать чаще, больше. Дети мне голосовые сообщения присылали. Там 80-летней бабушки, мол, там, внучок, мы смотрим, нам так нравится. И я начал чувствовать, что я приношу пользу. Вот о чем мы с тобой сегодня говорили, что все-таки человек создан не просто быть потребителем в этом мире. Вот у человека реально есть миссия. Он должен вот то, что Бог дал Всевышний. Нести что-то хорошее. Да, Он дал нам жизнь, и мы должны эту жизнь вот хотя бы маленькую пользу принести обществу, людям, природе. И вот это чувство, когда, наверное, оно приходит, и, скорее всего, оно в определенной форме приходит, когда через темные твои истории жизни. Вот только тогда человек, наверное, может ярко почувствовать и понять свою миссию и смысл своей жизни. Очень глубокие мысли, Нурби. На самом деле, ты знаешь, даже вот ты смотришь различные подкасты, слушаешь каких-то состоявшихся людей, которые имели в этой жизни абсолютно все, но это им не принесло какого-то вот человеческого счастья. Для них двери были все открыты. Они пробовали, наверное, всевозможные блага этой цивилизации, но и многие из них потом все это оставляют, возвращаются, где-то и живут в деревне. То есть это тоже некая закономерность, потому что счастье все-таки, наверное, вот в таких вот мелочах. В самых простых вещах. В самых простых вещах. И вот очень интересно тебя слушать, что ты блогерством начал заниматься не для того, чтобы это монетизировать, а ты начал решать проблемы людей, да, и вот многие бизнес-коучи, опытные люди говорят, что нужно решать проблемы людей, нужно помогать людям, а монетизация с этим уже сама идет шлейфом. Ты вот начал, получается, решать проблемы, ты дал возможность твоим подписчикам, твоим зрителям окунуться вот в эту атмосферу, да, приятную атмосферу, почувствовать вот эту радость. Это было единственное намерение. Да. Вот я даже понятия не имел, куда это может привести, что из этого получится. Там о монетизации я в последнюю очередь об этом думал. Ну, даже не думал. Я там искал возможности, что можно. Там, попросил дедушку, давай овец заведем. То есть это в продолжении этой истории, если развернуть. Получается, мои старшие всю жизнь чем-то занимались. В 90-х даже собак выращивали. Бабушка с дедушкой, ротвейлеров. Все там с паспортами породистых. И вот так выращивали ротвейлеров и продавали маленькими щенками. И все виды животных. Вот кроме овец. Вот овец у нас никогда не было. И я дедушке говорю, давай попробуем, заведем овец, баранина, хорошее мясо. Я уже к тому моменту там поизучал, поспрашивал, что одно из самых лучших видов мяса, самых чистых. Давай попробуем. Тем более нам казалось, мне на тот момент, что это не так трудоемко, как другие виды живности. И дедушка дал добро, там, мы построили навес. И вот еще отдельно я бы хотел обратить внимание на то, что вот рядом с таким человеком, да, как дедушка мой, который вот у него, знаешь как, он
у него невероятная вера в свой труд. Всю жизнь он трудится. И он всегда говорил, я когда перестану трудиться, тогда это плохие дела. И вот когда я рядом с ним находился, вот эти все процессы аульские с ним рядом мы совершали, это придавало тоже огромную силу, огромную энергию и веру в то, что, все будет круто. И это вот такие созидательные процессы, вот эти все шмотки, которые когда-то были, там, модные итальянские вещи, половину вещей я отдал дедушке, половину сам, и мы там навоз чистили в этих там, итальянских кедах, на которые была пожизненная гарантия когда-то, что щеголял где-то в каких-то модных местах в Москве. И я получал еще больше удовольствия от этого. Там в пиджаках каких-то там модных. Они стали у нас такой прям фермерской одеждой. И мы построили навес, купили овец, и тогда тоже начались у меня первые ошибки, серьезные ошибки в сельском хозяйстве. Мы начали, построили навес, купили овец, и началась определенная глава нашей жизни. И параллельно все процессы я снимал и показывал людям. И люди, большая часть людей реагировала положительно, практически все. Круто. Знаешь, ты вот рассказывал про своего дедушку. Я тоже своего дедушку вспомнил по материнской линии. Он ушел из жизни в 87 лет, и он был вот до самого последнего дня максимально здоровый. У него организм был, наверное, 40-летнего, 35-летнего человека, и у него тоже было правило жизни, что надо постоянно заниматься какой-то деятельностью, утром вставать, чем-то заниматься, нельзя сидеть на месте. И вот знаешь, я вот думаю, вот старшие люди на самом деле зачастую были гораздо умнее, мудрее нас, несмотря на то, что у нас такие возможности, вышел в интернет, любая информация тебе доступна, но они все равно были гораздо более умнее. Я вот сейчас вижу параллель с таким словом абазинским, как «уасарадж». Это старец, умный, мудрец. «Ус-радж». Того, кто состарился, занимаясь трудом. И труд из него сделал мудреца. Вот. И как в советское время говорили, да, труд делает из человека, да, примерно так. Поэтому это тоже, да, очень такие глубоко философские, важные моменты. И, конечно, старшие наши люди должны быть ориентиром в нашей жизни, потому что они гораздо более умнее, гораздо более мудрее. И вот этот институт вообще совета старших, он очень важен. Он на самом деле очень важен. К сожалению, мы немножечко от этого отошли какое-то время, но я думаю, что к этому нужно обязательно возвращаться и слушать то, что говорят старшие, следовать их путем, и тогда у нас все наладится, и жизнь заиграет более яркими красками. Полностью в общем, очень интересно. Ты, получается, сначала начал заниматься блогерством и через блогерство пришел к фермерству. Очень интересно. Это еще и дальше пошло, я так понимаю, да, на сегодняшний день ты такой известный блогер, у тебя десятки тысяч подписчиков, и ты занимаешься сейчас разными сферами деятельности, да, это привело к тебя к каким-то другим проектам, более глобальным, более интересным. Немножечко хотел бы поговорить вообще о нашей деятельности в организации Алашара и о том, что вот ты всегда, спасибо тебе за это большое, включаешься в наши процессы. Мы очень часто тебе звоним, просим тебя поучаствовать в тех или иных мероприятиях, в тех или иных проектах. Вот ярким примером послужил последний проект, где ты снимался в качестве одного из главных действующих лиц в промо-ролике про старое игрище, старый танец игрища аббастов, так будет правильно сказать. И ты там сыграл одну из двух главных ролей. Вот тебе это все тоже интересно, да? Ты вообще отслеживаешь деятельность организации Алашара. Почему тебе это интересно? Это же не по той причине, что тебе просто интересно сгенерировать или быть частью какого-то контента. Вот ты хочешь принимать участие в каких-то общественно полезных делах, которые имеют отношение к сохранению и развитию абазинского народа. Почему для тебя это важно? Я уверен, что для тебя это важно, потому что при общении с тобой я понимаю, что ты вот поддерживаешь такие вещи.
И почему для тебя это интересно? Почему это имеет вообще важность для человека принимать участие свое самое непосредственное в вот таких проектах и мероприятиях? Вот мы с тобой начали сегодня мы, наверное, как никто можем понять друг друга, потому что мы часть жизни провели вдали от дома. И мы наглядно видели, что такое субкультура. Вот 1 сентября в колледже я когда наступил момент с кем-то подружиться, познакомиться, я вот вышел вот на площадку и смотрю, стоят ребята, группа ребят в черных одеждах, такие с длинными волосами, в кожаных одеяниях, там рокеры. Я так по внутреннему маятнику, не мое немного. Там смотрю, еще в сторону стоят ребята, там футбольные фанаты с флагами, там в каких-то таких особых одеяниях, такая нецензурная речь. Такой, тоже не мое. Еще смотрю, там какие-то ребята там тоже выделены каким-то именно не национальными какими-то своими признаками, а вот предпочтениями музыкальными или там, и так далее, и так далее. И просто я вот так стою и понимаю, что вот все не мое. Вот все не мое. И я вот там нашел, более-менее нашел там ребят, которые там темненькие, подошел, ребята, давайте подружимся, познакомимся. Это первые мои друзья, армяне, парнишки. Мы подружились, очень долго, по сей день общаемся. Я ездил на все мероприятия, там, на свадьбы, на дни рождения. Они меня приглашали к себе домой на национальные эти блюда. Хаш я попробовал впервые. То есть это такая была очень теплая дружба. К чему я об этом говорю? К тому, что когда начинаешь формировать свое мировоззрение, понимаешь, что это настолько важно не потерять себя вот в этом мире, где агрессивно тебе подкладывают что-то. Чуждые ценности. Что угодно. Причем это даже ценностями не назовешь. Вот вещи, которые тебе предлагает общество, это даже неплохие ценности, отсутствие ценностей во многих вещах. И там, ты чуть-чуть прикоснулся, попробовал сюда. У меня был опыт. Ты сегодня спросил про музыку, да? Я там прошел эти разные этапы. Я в разных компаниях побывал, попробовал этих ребят, там, музыкантами. Не мое. Там попробовал, тоже не мое. Но это тоже было. Факт в том, что я путем проб думал, может быть, где-то что-то есть, какая-то альтернатива. А всегда мне хотелось какого-то маленького такого абазина рядом. Вот малюсенького, вот такусенького, что был. И понимаешь, когда я слышал там случайно где-то родную речь, это было что-то вау, там невероятный поток эмоций, самых ярких. И когда ты мне задаешь вопрос, почему это важно, я даже сам себе ставлю неудовлетворительную оценку, потому что я могу больше и должен больше делать и сделать, и еще больше принимать участие в разных таких мероприятиях, которые несут в себе усиление культуры, языка, дружбы, как внутри нашего народа, так и чтобы мы учили молодежь, как дружить с соседями, как дружить вообще со всеми. Это прекрасное чувство. И мне кажется, что где-то часть моей миссии заключается в этом, чтобы объединять людей. Мне даже всегда хотелось, когда люди какие-то разногласия, конфликты, мне всегда хотелось людей мирить, объединять. И, наверное, это какая-то моя есть внутренняя сила в этом. Потому что это прекрасное чувство, это замечательные эмоции. Объединять, приносить в этот мир добро. И, как говорится, надо начинать с себя. Со себя, со своей семьи, со своего дома, со своего переулка, со своего народа и так далее, и так далее. И я чувствую важность, огромную важность этого действия. И я чувствую, что
я обязан так или иначе к этому быть причастен. То есть, получается, вот твое внутреннее национальное самосознание — это некий стержень, некий маяк, который тебя ведет по светлому пути в твоей жизни, да, если так обобщить, дает тебе возможность не сбиться с правильного пути и вести такой правильный образ жизни. Вот твое национальное самосознание, твой этикет, твое вот горское мировоззрение — это то, что не позволяет тебе потеряться в этом большом мире, да? На самом деле вот такие глубоко философские вопросы сегодня поднимаются все чаще и чаще, особенно вот среди нашей молодежи. Все равно у них уже сознание чуточку другое. Если для нас, допустим, для многих это вот в порядке вещей, что нужно соблюдать и сохранять что-то национальное, вот для молодежи это уже становится неким вопросом, а нужно ли и для чего это нужно? И нам, допустим, сложно понять, почему и вообще, как они могут такой вопрос задавать. Но мы должны находить правильные ответы, да, чтобы давать им возможность убедиться, что да, это нужно. Причем используя какую-то логику и здравый смысл. И потому что сегодня, получается, мир, он максимально материален, Инстаграм, блогерство, люди все достигаторы, ты должен быть предпринимателем, ты должен быть бизнесменом, ты должен постоянно путешествовать, весь мир для тебя открыт, безусловно. И вот люди начинают не понимать, зачем же мне что-то национальное, если это не дает мне возможности стать вот этим достигатором. Ну, вот не даст мне какое-то преимущество, допустим, да, или не поможет мне стать этим достигатором и достичь каких-то высот в благосостоянии. Зачем это мне нужно? И мы часто об этом говорили внутри организации с разными другими людьми. В Минмоле у нас была такая интересная дискуссия. И такая же дискуссия у нас как-то не так давно состоялась и с Мусой Хабалевичем Экзековым, потому что он тоже эти вопросы, безусловно, до него не доходят. И вот у нас состоялся такой диалог, и он... А какие ответы? Вот я хотел спросить сначала тебя. Вот как ты думаешь, да, вот с твоей точки зрения, какой на самом деле ответ? Не просто, что это нужно. Вот нужно и все. Ты вот надо и надо. Почему? Для чего? Зачем нужен абазинский язык? Зачем нужна абазинская культура, традиции, обычаи в этом мире тебе? Если это не позволяет тебе выделиться или сделать тебя, допустим, так сказать, лучше в твоем благосостоянии или в самореализации, зачем это нужно? Вот абазинский язык не обязательно где-либо использовать, даже в семье не обязательно его использовать, не обязательно вот вставать, когда старший заходит, да, вот в чем смысл, зачем молодому человеку сегодня это все практиковать, может, ему не очень это хочется. Вот. Какая польза от этого для самого человека или для общества в целом, как ты думаешь? Я когда учился в колледже в Москве, мой преподаватель по социологии мне сказал такую вещь одну, которая... Ну, дай Аллах, чтобы я это пронес всю жизнь, эту фразу, которую он мне сказал. Вот, ну, как были какие-то эпизоды, там, ребячества. И он мне говорит: Нурби, вот ты абазин по национальности. Вот многие, с кем ты сейчас учишься, возможно, никогда в жизни больше не встретят абазина. И ты будешь для них ориентиром, как представителем определенной нации. Ну, то есть где-то, когда-то я там абазина видел или абазина встречал. И говорит, вот представь, что ты можешь быть единственным человеком. У людей даже не будет возможности сравнить. И вот у меня даже мурашки сейчас по коже, потому что это же капец какая ответственность колоссальная. По тебе он судит по целому народу, да, получается. По мне, вот я живу в Москве, учусь там, встречаюсь с разными людьми. Понятно, что ошибки никто не отменял. Но вот фундаментально осознавать это, то есть у тебя есть выбор, чтобы там в первую очередь о твоей семье, а туда дальше о твоем народе, ты есть лицо, которое будет оставлять то или иное впечатление. И когда он мне это сказал, в принципе, я так или иначе это понимал всегда. Но вот это была такая прям от преподавателя, к которому я очень с уважением относился, который вообще там русский мужчина, который 1000 людей через него проходили, проходят. И вот он мне такую фразу сказал, и я прям
еще глубже об этом задумался. И вот отвечая на вопрос, это, наверное, вот когда задаешь себе вопрос, кто я, это вот в этом вопросе там есть ответ, кто я по своей национальности, по своему принадлежности к определенному этносу, к определенному роду и так далее. И вот эта история, допустим, последняя из ушедших, когда вот просто исчез, да? Народ, да. Народ. Слышишь, это тысячи веками это было, и в какой-то момент просто выкл. Нету. Это же для, наверное, небезразличных людей к этой проблематике это планетарного масштаба проблема. Наверное, однозначно сложно ответить на вопрос, что это просто надо. Это сердцем, это просто поколение. Нельзя вот так взять, просто это все отпустить. Люди до тебя, твои старшие предки, прадеды, прадеды и так далее, они эту цепочку вековую, тысячелетиями, они ее создавали, но невозможно это взять и оставить. Может быть, я очень банально ответил на этот вопрос. Нет, так оно и есть на самом деле. Этот вопрос, он, как ты говоришь, глубоко философский, очень сложный. Возможно, однозначного ответа на него нет, а может быть, правильных ответов несколько. Вот. И на наш взгляд, правильный ответ, тот, который нам вот Муса Хабалевич рассказал, и мы, безусловно, так максимально прониклись этим ответом, этой информацией, это то, что это часть твоего генетического кода. Это то, что вшито вот в твою память, генетическую память. Не ту память, которая у тебя в голове, да, а то, что вот та, которая течет по твоим венам, в твоих жилах вместе с твоей кровью. Это часть самого тебя. И если ты забудешь что-то из того, кем ты являешься, с чем ты родился, ты просто будешь идти по этой жизни неполноценным. Да, ты сможешь самореализоваться, да, ты сможешь там стать богатым, ты сможешь стать сильным, социально обеспеченным, с каким-то высоким социальным статусом, но ты будешь чувствовать на генетическом уровне какую-то нехватку, какую-то определенную пустоту. Это как ты собираешь один большой, огромный пазл и потерял одну маленькую деталь, ты не можешь ее найти. Вроде бы со стороны смотришь, все нормально, картина ясна, видна, но если приглядеться, чего-то не хватает. И сколько бы раз ты не смотрел на этот пазл, ты всегда будешь видеть, что чего-то не хватает. Точно так же у человека. Он потерял какой-то свой внутренний стержень, национальный внутренний стержень, и по жизни он будет испытывать какой-то недостаток, отсутствие какой-то полноценности, системности, полноты картины. И даже ученые сейчас вот доказывают вот эти вибрации, которые весь твой организм, все твои клетки получают, когда ты говоришь на своем родном языке, они ни с чем не сравнимы. Они как бы тебя оздоровляют и дают возможность тебе быть тем, кто ты есть, и дают возможность тебе раскрыть полностью весь свой потенциал. Вот такое интересное у нас объяснение вот этой ситуации. Мы пытаемся сейчас об этом говорить нашей молодежи, для того, чтобы они понимали, что, к сожалению, это, может быть, даже грубо как-то звучит, они должны понимать, что оставаться тем, кто ты есть, кем ты родился, это выгодно в первую очередь самому тебе. Есть в этом определенная выгода, потому что, к сожалению, сегодня у нас мир такой материальный, безусловно, люди в первую очередь смотрят, выгодно ли им это или невыгодно. Вот. И это выгодно. Это на самом деле выгодно. Хочешь быть максимально полноценным, хочешь быть максимально успешным, осознанным, да, сегодня очень популярно говорить, вот искать какую-то осознанность. Хочешь быть по-настоящему полноценно, 100% осознанным, просто будь тем, кто ты родился, и практикуй то, что ты... Это важное звено личности. Это важное звено личности. И ты знаешь, вот про Москву, опять же, я возвращаюсь. Ты, наверное, заметил, в метро часто, особенно когда ты вот глубоко куда-то идешь, вот по эскалатору стоишь, смотришь по стенам, стоя с другой стороны, обычно цитаты какие-то вешали, баннеры различные висели, и был один такой баннер, который я постоянно читал, он был, если не ошибаюсь, на станции метро, где я учился. Я часто проезжал и часто читал этот баннер, эту цитату.
Там было написано, я, к сожалению, опять же не помню, кто автор, он говорит, там были написаны такие слова. По-настоящему культурный человек — это тот, кто в первую очередь знает свою культуру и ее практикует. По-настоящему культурный человек. Мгм. Тоже Стиль. интересная такая цитата, которая запала мне в душу. Вот. И я надеюсь, что наши вот такие вот слова глубоко философские услышат наша молодежь и будет делать из этого правильные выводы. Еще хотел у тебя спросить, Нурби, по поводу блогерства. Вообще блогерство — это понятие такое растяжимое, да? Кто-то положительно это воспринимает, кто-то негативно это воспринимает, кто-то чрезмерствует, наверное, в этом блогерстве. И в этой сфере тоже должны быть какие-то рамки, какие-то грани, да, которые невозможно, и не стоит переходить, потому что это уже выходит за пределы какой-то этики. Многие блогеры даже в нашем регионе, к сожалению, переходят эти рамки, показывают чрезмерные детали, может быть, своей личной жизни, своей семьи, показывают то, что не принято показывать вообще на публику, хотя, к сожалению, наверное, это сейчас и привлекает большую часть аудитории в интернете, и они вот позволяют себе такие вещи делать. Вообще, как этого избежать? Кто такой должен быть настоящий блогер-кавказец, скажем, или абазин, да? Вот какие рамки, в каких рамках он должен находиться, какие рамки он не должен переступать, что он не должен показывать, и даже вот занимаясь блогерством, занимаясь вот такой публичной деятельностью, общественной деятельностью в социальных сетях, где ему остановиться, чтобы не перейти вот черту? Это очень хороший вопрос, Мурат. Почему хороший? Потому что эта среда блогерская, оно же как? Там сменяются тренды, и все акценты зачастую уходят к количеству просмотров. И вот вообще можно по этому можно ориентироваться вообще, на каком этапе находится развитие нашего общества. Вот, допустим, моя история. К сожалению, вообще и в принципе, наверное, это часть психологии. Людям интересно вот что-то такое там... потаенное, что ли, потаенное, и зачастую такое вот, где это что-то выходит за рамки какого-то социального представления, каких-то за рамки приличного, да? И это и набирает просмотры, и так далее, и так далее. Но есть одно но. Это короткий путь. Это вот, знаешь, как есть длинный путь, где там чуть сложнее, но планомерно, выверенно, закрепляя результаты на каждом этапе, ты там достигаешь поставленной цели. Здесь же как формируется вся вот эта, назовем это, большой рынок такой, да, рынок просмотров. Оно получается как? Ты можешь что-то аморальный какой-то элемент снять, получишь много просмотров, но в них нет смысла. Это бестолку. Вот я четко это отслеживаю. То есть это какой-то пшик. О, у меня круто, у меня много просмотров. Ты просто потом приходишь, вот, у меня много просмотров. Вот, часть не понимает, что есть качество просмотров. Это качество просмотров, оно влияет вообще на представление о тебе. Какая цель? Если у тебя цель там набрать любыми путями просмотры, это там один путь, но вообще неэффективный, он невыгодный, и он вредный, и так далее, и тому подобное. Но просмотры — это такое какое-то ребячество, глупое желание потешить эго. А есть, где ты вот, транслируя свои ценности, пусть это не так интересно, там ты не провоцируешь какие-то темы, где они могут затрагиваться. Ты просто показываешь, что жизнь прекрасна, так или иначе. Да, у жизни есть и обратная сторона, но все-таки есть вещи личные. Они есть, безусловно. Поэтому я себя до конца блогером и не ощущаю. Я не могу сказать, что я блогер. Я вот просто какой-то социально-информационно активный персонаж. Там, мне нравится, что
мы приносим какую-то пользу людям. И плюс это капитализируется все. То есть как это работает? Вот ты планомерно показываешь свои ценности в широком смысле слова. Твой досуг, там, начиная от того, во сколько ты встаешь, какие у тебя дела в течение дня, как ты с людьми взаимодействуешь и так далее, и так далее. И ты формируешь определенное представление о себе. Формируя представление о себе, ты формируешь, соответственно, у человека происходит восприятие определенное тебя как личности. И через это восприятие ты вот следом ты создаешь продукт любой продукт, продукт питания, услугу, какое-то там, не знаю, мероприятие и так далее. На основе твоих ценностей, на основе трансляции твоих там, принципов, взглядов формируется представление о твоем продукте. Ага. Значит, если он там хорошо относится к людям. Оно же как? Это сейчас человека не обманешь этим. Вот в чем смысл. Человека сейчас невозможно обмануть. Люди все чувствуют. Возвращаясь к границам, их, наверное, это даже отдельная работа, Мурат. Научиться сохранить границы в нашей жизни, когда просто тебя заваливают огромным количеством информации. И для этого вот ваша организация Лошара, это в том числе, как никогда, наверное, сейчас актуальна ваша деятельность, чтобы чуть-чуть так, ну, вот сюда не ходить. Да, вот здесь ориентиры. Всю жизнь у нас ориентиры. Мы на того смотрим. Тут, кстати, я бы еще хотел отметить один факт вот про нашу молодежь. Здесь тоже нужен маркетинг. Вот как ни крути, сознание человека покупает или продает что угодно. В какой-то момент было, предположим, вот когда были такие какие-то активные, там, война была на Кавказе. Ну, типа кавказец, там, это не очень. Даже я, когда работал... Опасная, да, потенциально опасная. Даже иной раз, лишний раз, там, вот я встречал таких людей, которые там... Мы не кавказцы, например. Потому что это было, ну, не вау. Это в какой-то период жизни это было не престижно. Это вот как на рынке. Неликвидный товар в какой-то период. Я этого никогда не понимал. Вот мне наоборот это... Слушай, это вообще не моя история. Ты знаешь, вот ты говоришь о том, что в некоторый период в Москве, наверное, ты в большей степени оцениваешь тот город, в котором ты жил долгое время. В Москве среди русских людей было невыгодно себя выделять как кавказца по той причине, что не особо воспринимали их, да, как-то с опаской относились. Была пропаганда. Я вот прочувствовал этот момент. На самом деле мне порой было стыдно себя причислять к народам Кавказа, потому что я себя ни в коем случае не обеляю, не говорю, что я был такой вот панька, такой воспитанный человек. Все равно ты молодой, 16-17 лет, ты попал в большой город, безусловно, ты делаешь многие ошибки. Да. Но все равно то, что родители в тебя заложили, вот эти вот ориентиры, национальные ориентиры, семейные вот эти вот ориентиры, они дают тебе возможность вовремя остановиться, вовремя осознать, что ты делаешь неправильные вещи. И вот пройдя какой-то определенный этап, я вот достаточно быстро осознал, что вот многие кавказцы там в Москве, они вели себя на самом деле очень, некультурно, мягко так сказать, да, и в метро, в каких-то общественных местах кричали, танцевали, как-то приставали к людям, к девушкам. И вот ты на самом деле осознаешь, что определенная часть таких вот людей, вот по ним, как ты ранее говорил, по ним судят вот всех, да, все народы Кавказа. И они, безусловно, оставляли очень негативное впечатление о твоем народе, о твоем регионе. И мне, на самом деле, было немного стыдно за наших людей. Это имеет место быть, к сожалению. Причем вот эти вот ребята, они никогда так себя не вели бы у себя дома. Да. И у нас в республике, в других республиках, они бы то, что себе позволяли, я надеюсь, что ситуация сейчас как-то изменилась в лучшую сторону, но то, что они тогда себе позволяли в Москве, они бы никогда себе не позволили бы на своей исторической малой родине. Согласен. Вот, это было очень неприятно наблюдать. И здесь, опять же, да, очень важно работать с молодежью, объяснять, что
нужно показывать себя только с лучшей стороны. Как ты сказал, по тебе судят весь твой народ, весь твой регион, весь Кавказ. У нас очень много хорошего, что можно показать. Отношение отношение младшего к старшим, ну и старшего к младшим точно так же. Когда ты встаешь в метро, уступаешь место старшим, они все удивляются, они это ценят, и у них складывается приятное впечатление. Поэтому, опять же, возвращаемся к тому, что нужно быть тем, кто ты есть. Нужно практиковать свою культуру, свои особенности, свой горский этикет, и тогда и ты будешь уважение к себе испытывать, и к тебе будут это уважение испытывать. И стереотипов таких не будет, что Кавказ — это полудикий регион, кавказцы — это какие-то полудикие люди, хотя в плане культуры у нас есть чему многим поучиться, на мой субъективный взгляд. То, о чем ты говорил, коротко вставлю, Мурат, вот это баннер, да, в метро про культуру. Оно же как работает? Вот если ты свою культуру не ценишь, свою культуру не уважаешь, ну, ты не можешь быть культурным для других. То есть это такая очень простая, фундаментальная вещь, которую нужно понимать. Вот если ты бескультурно себя ведешь там где-то, и вот ты говоришь, что они у себя там дома себя ведут, допустим, культурно, это тоже может быть спорный момент, понимаешь? Если вот он ведет себя неподобающим образом в обществе, там, в другом обществе, и неважно, ты же не можешь так, здесь я четкий пацан дома, а выехал, что хочу, то и делаю. Ты же как, ну, если ты личность и в зимой, и летом, и в Москве, и в Саратове, и где угодно. Ты же стержень, это из чего-то состоит твой внутренний мир. Так же не бывает. Ну, знаешь, в молодости все равно вот какая-то бесшабашность, она присутствует, и эмоции превалируют, и играют важную роль в твоей жизни. Я имел в виду, что, допустим, вести себя некрасиво, кричать, приставать к людям где-то на Кавказе, если бы эти молодые люди себе позволили, им бы сразу объяснили, что они занимаются... Порицание. Они, даже не порицание, но... Коллективизм. Да, коллективизм, общность. Да, вот это тоже очень важная вещь. Да, им бы сразу объяснили, что нельзя так себя вести, и, безусловно, они боялись, что будет какая-то негативная ответная реакция на их вот выходки, такие вот выходки. Поэтому, безусловно, они себе на Кавказе такие вещи не позволяли. А в Москве почему-то дают себе волю, давали, по крайней мере, волю. Повторюсь, я надеюсь, как-то ситуация у нас изменилась. И опять же, это все возвращается к культуре, к этике, которую нужно пропагандировать среди нашей молодежи для того, чтобы они были теми, кто они есть и на Кавказе, как ты говоришь, со своим определенным стержнем, и в других городах России, за пределами России, в других странах просто были те, кем они являются. И вот, возвращаясь к нашему разговору о блогерстве, человек информационно активный в социальных сетях, он уже автоматически, если он набирает популярность, если он набирает подписчиков, люди за ним следят, он становится неким лидером мнений, да? Вот. И, наверное, правильно сказать, что он несет определенную ответственность за то количество подписчиков, которые у него имеется, и за тот контент, который он им транслирует. Да, то есть он должен осознавать свою личную ответственность, что молодые люди, опять же, с неокрепшим умом, которые тоже ищут себя в этой жизни, они могут смотреть на этого человека и брать, безусловно, с него пример. Если он это транслирует в интернете, они могут посчитать, что это, правильно, почему нет? Я могу тоже точно так же делать, как и он, раз он себе позволяет. Человек гораздо более старше, чем я. Поэтому эта осознанность, осознание личного примера тоже, наверное, в особенности должна присутствовать у наших блогеров. И тот контент, который они генерируют, он должен соответствовать определенной этике, и он должен соответствовать той культуре, в которой мы выросли. Вот это осознание у блогеров, как ты думаешь, вообще в целом есть? Или у нас в регионе, или, в принципе, далеко не у всех это прослеживается? Здесь видишь тоже, вот как мы с тобой затронули тему, коллективизм. Это вот в какой-то период жизни, может быть, нам кажется, будучи, наверное, подростками, что это там не прикольно. А вот сейчас я понимаю, что это такой сдерживающий фактор определенный. Вот это общественное порицание, опять же, это такая традиция, которая... Что скажут люди. Да, оно очень даже имеет место быть. И
Там же тоже своего рода в информационном пространстве происходит борьба умов. Вот мы, по сути, мы боремся за внимание. Там блогеры, назовем, да, нас так. И это тоже вот маркетинг. То есть обычные вещи, можно о каких-то традициях, допустим, говорить скучно и непривлекательно. И тут важно чувствовать молодежь, потому что молодежь сейчас огромное количество информации, и как они ее впитывают и поглощают. Если вот какие-то сложные диалоги, безэмоциональные, там, сюда не ходи, туда не ходи, так не делай, это тоже может быть неэффективно в современных реалиях. Как и в бизнесе, везде. Нужно очень важно, на мой взгляд, чувствовать сегодняшний день. Вот в бизнесе. Немножечко завис, технологии, которые появились, кто-то более шустрый применил, обошел тебя, а ты вот еще остался в прошлом. То же самое, я считаю, касаемо подачи информации. И вот чем занимается ваша организация? Какие-то встречи, мероприятия, какие-то вот съемки там, традиций, да, каких-то там в такой интересной, классной упаковке с использованием современных технологий, современных съемок, современной подачи, интересные, яркие личности, которые привлечены к этой работе. Вот таким способом, мне кажется, сегодня необходимо доносить информацию человеку, молодежи в частности. И в основе всего, конечно же, ценности. Вот этот буёк, ну, если как-то совершенно просто ответить на этот вопрос, это ну, на основе ориентиров. Тебя же никто не может там модерировать твои действия. Вот ты, и тем самым ты зарабатываешь себе определенное уважение, определенный авторитет в обществе. Ты же видишь, ты коммуницируешь, ты из сети вышел, пришел в город, ты видишь, как тебя воспринимает общество. И те люди, которые тебе импонируют, симпатичны, которые старшие, ну, условно, нормально, ок, можно двигаться дальше. На самом деле, ты прав, да, вот эта цифровизация, она играет решающую роль, наверное, да, именно через цифровизацию, через этот видеоконтент, аудиоконтент, через документальные фильмы, даже художественные фильмы, различные ролики, ты можешь донести реально ценности своего народа, ценности своей культуры. И мы вот большой упор на это делаем благодаря президенту нашей организации Мусехе Абалевичу Экзекову. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы в эту деятельность вовлекалось как можно больше людей. В особенности таких вот ребят, которые имеют профессиональные навыки в тех или иных сферах, как ты, вот конкретно очень хороший пример в плане блогерства. И, как я уже говорил, ты всегда вовлекаешься в наши процессы, в наши проекты, в наши мероприятия, за что тебе огромная благодарность. К сожалению, не у всех это получается по тем или иным причинам. И мы открыты для сотрудничества всегда. Мусах Абалевич, он всегда говорит, что нужно аккумулировать и объединять все возможности абазинского народа. Когда мы все это объединим, когда объединим всех специалистов в той или иной области и будем совместно реализовывать крупные масштабные проекты, тогда у нас будет по-настоящему серьезный переломный результат. И вклад каждого, он очень ценен. Кто-то блогер, он может в этой сфере помочь, кто-то специалист в области языка, кто-то деятель культуры, кто-то ремесленник, кто-то бизнесмен, предприниматель. Абсолютно каждый. И вот наша задача, организация Алашара, да, это вот аккумулировать все эти возможности. Мы, в принципе, так и делаем. Всю свою программу мы пишем, исходя из того, что нам говорят эксперты, и мы вместе с ними эти проекты потом реализовываем. Если у тебя есть интересные идеи, интересные проекты, мероприятия, мы всегда с большим желанием поддержим, примем участие, вовлечемся в твои созидательные проекты. И вот, Нурби, еще хотел тебе один вопрос задать. Раз мы сегодня рассуждаем о каких-то философских, глубоко философских вещах, я задам тебе еще один такой философский вопрос. Есть такое понятие, как национальная идея. Да? Вот у каждого народа есть некая национальная идея, или он стремится обрести какую-то национальную идею. Причем не только у народа, там, у нации, возможно, у страны должны быть какие-то национальные идеи. И много людей вовлечено в том, чтобы вот
реально выработать какую-то национальную идею для своей страны или для своего народа. Зачастую на это уходит десятилетия, может быть, даже и столетия у некоторых народов. Сегодня, если говорить касаемо абазин, сложно даже сказать, есть ли некая национальная идея, которая объединяет всех абазин, является неким ориентиром, к чему нужно идти и к достижению которого должны стремятся большая часть абазинского народа. На мой субъективный взгляд, пока что эта национальная идея, она не выработана. Как я говорил, она может вырабатываться десятилетиями, причем она формируется и лидерами мнений, она формируется литературоведами, какими-то поэтами, возможно, да, и различные идеи могут витать внутри народа, и в какой-то момент какая-то из этих идей, она начинает превалировать, она начинает захватывать умы большей части народа, и народ начинает двигаться к реализации этой национальной идеи. На твой субъективный взгляд, что может и должно быть некой национальной идеей для абазин на ближайшие, скажем, десятилетия? Это очень сложный вопрос. Это сложный, глубокий. Опять же, нет, наверное, правильного ответа на этот вопрос. Это просто рассуждение, мысли вслух, что это может быть. Если порассуждать, конечно же, наверное, в первую очередь это увеличение рождаемости, чтобы нас было больше. Даже на примере Чеченской республики. Очень, очень ярко выраженный пример. Была война, погибло очень много людей, был вообще просто антимаркетинг чеченцев, да? Это чеченец, ассоциации были в нулевых в начале, это террорист, бандит. Что произошло сейчас, вообще целиком поменялось это представление. Это можно какие-то элементы, самые-самые хорошие положительные элементы с таких примеров применять. Акцент на рождаемости, например. Всячески поддерживать институт семьи внутри народа, чтобы были какие-то, может быть, в крупной организации какие-то ячейки, которые будут за этим следить или поддерживать. Какой-то элемент, чтобы люди могли знакомиться чаще, проводить какие-то мероприятия, просто, может, придумать что-то такое, опять же, через подачу интересную. Я знаю, что вы работаете в этом направлении, постоянно какие-то у вас и выезды, и прогулки, и встречи. Я всячески поддерживаю такие начинания. Это если широко, это одно из направлений. Второй момент, конечно же, и тут это равнозначные по важности элементы, это культурная работа, язык, работа с молодежью. Если говорить первой теме, которую ты затронул, демография, да. На самом деле это такой важный, архиважный вопрос для абазинского народа в современном времени, в современных реалиях. Численность очень малая, чуть более 40 тысяч человек, тем более за последние 10 лет, с 2010 по 2020 год, по официальной статистике, даже произошла какая-то убыль на 1500 человек. Понятно, можно разные вопросы задавать, почему, объективно ли это, субъективно, но статистика такая имеется, другой статистики у нас нет, и мы можем ориентироваться только на эту статистику. Это, безусловно, то, что очень сильно огорчает и расстраивает, что демографии нет. Я с тобой согласен, на самом деле. Я с тобой согласен, что, возможно, на ближайшие десятилетия, на 50 лет, к примеру, такой наиболее важной национальной идеей, которой должен проникнуться каждый представитель абазинского народа, это демография. Чтобы достичь какого-то определенного порога, да? Допустим, мне кажется, это порог 100 тысяч человек. Как вообще ЮНЕСКО говорят, да, что в ближайшие десятилетия те народы, которые не достигнут, которые будут по численности меньше 100 тысяч человек, они, скорее всего, исчезнут, и их язык перестанет существовать, их народ перестанет существовать. Поэтому я полностью тебя поддерживаю.
национальной идеей должно быть увеличение демографии, причем это должен каждый представитель абазинского народа осознавать личную ответственность за это, да. И вот это некий, вот тоже можно говорить сегодня кейс, да, вот кейс, который вот в рамках глобального, в рамках всего народа мы должны решить, да, этот кейс. И чтобы какой-то кейс решить, нужно цели ставить, да, целеполагания, задачи определенные ставить, и вот какие-то определенные конкретные задачи осознавать и какие-то конкретные задачи ставить каждому. Вот как ты думаешь, какая эта задача может быть? И, ну, на мой субъективный взгляд, чисто гипотетически, чтобы, ну, вот каждая семья или каждый вот абазин, каждая абазинка, каждая семья, скажем, ну, должна иметь, ну, скажем, 3 или, допустим, 4 ребенка. Я понял. Чтобы было понимание, вот что делать. Мы говорим, безусловно, демография, надо рожать, но все равно это как-то какие шаги, да, эфемерно, да, это все как-то обтекаемо, нет конкретной задачи. Что нужно делать вот каждому представителю абазинского народа для того, чтобы достичь обозначенной цели? Какая цель? Да? Ну, мы вот с целью, в принципе, определились, скажем, порог 100 тысяч человек. Вот каждому представителю абазинского народа что нужно делать? Какую задачу вот ему нужно предложить? Мы не можем задачу ему поставить, конечно же, да? Каждый человек, он индивидуален, но в теории вот какая вот программа должна быть заложена в каждом из нас, и мы должны ее выполнять для того, чтобы в целом потом мы реально достигли того, что мы хотим достигнуть. Давай поразмышляем в черновике. Вот у нас есть классная история. И я даже когда вот в Москве рассказывал людям, кто такие абазины, да, я начинал с того, что у нас там один из самых сложных языков. Там более 70 букв в алфавите. Там, у нас то, у нас это и так далее. Это же необыкновенно интересно, как минимум. Вот опять же, с точки зрения маркетинга, если смотреть, у нас есть очень классный кейс, вот, ну, современным таким языком. У нас есть очень классная история. Прикольная, крутая история, которую можно рассказать и как продать эту идею. Продать в самом хорошем смысле слова. Мне кажется, нам надо сейчас поработать над тем, чтобы усилить значимость каждого представителя нашего народа. Вот это непростая, это очень сложная работа, но с другой стороны у нас есть социальные сети, у нас есть быстрый доступ к информации. Вот, возможно, нужно нажать вот в этом плане еще сильнее. Предложить сделать значимым, более значимым каждого представителя народа. Вот каждого. Не знаю, как это вообще может сложно реализовать, наверное, это да, но попытаться эту работу провести. И еще, мне кажется, очень важно подсвечивать моменты, о которых ты сказал, что есть статистика. Надо об этом говорить. Что вот, ребята, вот на сегодняшний день те, кто мы есть, в том или ином возрастном диапазоне, знаете, у нас вот такая ситуация. И надо, наверное, больше прививать ответственность в моменте, где мы сейчас находимся, что то, что мы сеем сегодня, будем пожинать плоды завтра. И, конечно же, самое главное, это вот с чего мы начали, то, что мы должны объединяться. Чем чаще и больше мы будем уделять внимание объединению там, аулов, родов, делегаций, предпринимателей, то есть разные форматы объединения, возможно, позволят нам и находить ответы на эти вопросы. Когда мы сможем собирать информацию внутри народности нашей, внутри нашей национальности от людей с разным жизненным опытом, мы сможем, ответы будут проявляться. Так, то, что даже сейчас, может быть, я говорю, это как воздух. Надо то, надо это. Это всегда говорить легко. А вот если мы начнем какие-то шаги, вот почему-то идет энергия именно к тому, чтобы мы чаще были вместе. Вот как-то вот там как будто будут ответы на вопрос.
Завершая наш с тобой разговор, наверное, я хотел бы такими словами. Буквально вчера мы начали снимать документальный фильм о демографии Абазин, где мы пытаемся раскрыть эту проблематику и показать, куда нам стоит двигаться. Это все через слова различных спикеров, которые разбираются в этой теме. И буквально вчера мы сняли первого человека, он кандидат исторических наук, и он рассказывал о демографии с точки зрения истории вообще, той истории, которую мы прошли, всего исторического пути нашего народа, наших предков. На сегодняшний день мы говорим, что мы малочисленный народ, и малочисленным народом мы стали в результате Кавказской войны. Да, это очевидный факт. После Кавказской войны на исторической родине осталось буквально несколько процентов абазин. Это была страшнейшая трагедия, через которую прошел наш народ. Но он как-то вот с другой стороны показал нам эту проблематику. Он сказал, в принципе, таких ситуаций у нас было достаточно много за весь наш исторический путь. Сегодня многие мы, абазины, говорим, вот Кавказская война, вот трагедия, мы исчезаем, малочисленный народ. Но такие ситуации были в разные промежутки нашей истории. Это было и в средние века, да, те или иные войны происходили. Даже и после Кавказской войны происходили войны. Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Около 10 тысяч человек тогда было абазин. Больше 3 тысяч ушло на фронт. Это все мужское население. И большая часть из этих 3 тысяч не вернулась. То есть это тоже огромная трагедия для абазинского народа. То есть это, в принципе, жизнь. Война так или иначе происходит. И те или иные... Все, наверное, народы в этом мире, они сталкиваются с такими глобальными вызовами и проходят через войны, через ситуации, через катаклизмы, когда их становится мало. Но по сегодняшний день, он сказал, наш народ, наши предки находили в себе резервы, находили в себе ресурсы, находили в себе энергию воспрять, возродиться и опять увеличить свою демографию. Это происходило в разные исторические эпохи на протяжении нескольких тысяч лет. Они находили в себе эти возможности. И сегодня мы стоим перед такой же ситуацией. И вопрос в том, сегодня сможем ли мы возродиться? Вот сегодня мы пройдем через это испытание или нет? И это все, представляешь, зависит от нынешнего поколения и следующего, скажем так, поколения. На нас огромная ответственность. Оборвется ли на нас вот этот вот исторический путь нашего народа, или все-таки мы сможем найти в себе ресурсы, в себе резервы, возможности воспрять и стать уже из малочисленного по-новому многочисленным народом. Вот я тогда прям осознал, насколько это важно сегодня, да, и какую ответственность мы несем перед следующими поколениями, потому что на нас может все закончиться. Я одну мысль хочу сказать. Где-то несколько месяцев назад, летом, когда мы снимали этот ролик, я поехал в машине домой и еду. И сколько лет вашей организации? Более 10 лет официально. И вот я поймал себя на мысли, вот если бы вас не было 10 лет, вот просто вас не было бы в вашей организации. Мы наверняка все понимаем, что бы было. Что бы было нехорошего для нас, если правде в глаза посмотреть. Это же это маленькими шагами работа на местах. Тут чуть-чуть, здесь немного. Подкаст, там абазинские игры, здесь какой-то праздник. Тут танцы, здесь поход. Это же... если бы вы эту работу не совершали на протяжении 10 лет, это была бы прям трагедия. И ты сейчас о чем сказал, Мурат, что мы в очень таком уязвимом находимся историческом периоде, да. Этому тоже есть объяснение, потому что все замыливается. Невероятный, огромный поток информации, где все может раствориться, особенно маленькое что-то. Как пылинки, так сдуть можно все, и не соберешь. И очередной раз, даже сейчас, в моменте разговора, приходит понимание, что эту работу ни в коем случае нельзя переставать делать. Нужно усиливать, в частности, вашу деятельность. Я максимально
буду вовлекаться в вашу работу, вот во все самые-самые любые процессы, и мероприятия и так далее. И это нужно престиж таких организаций усиливать. Вот опять же, сегодня почему-то это слово, вот маркетинг. У этой всей работы должен быть маркетинг, что это классная работа, а в основе всего она очень полезная. Аллах Асхат Нурби, очень приятно тебе эти вещи слышать. Безусловно, это все благодаря Мусеху Абалевичу Игзекову, который на протяжении более 10 лет уже занимается этой деятельностью, дает нам возможности сегодня заниматься тем, чем мы занимаемся. И мы очень сильно ему благодарны. Безусловно, на мой взгляд, сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы самореализоваться, вывести свой народ на более качественный уровень. Вот я очень часто на разных мероприятиях говорю одну цитату, которую Мусеху Абалевич один раз сказал, которая буквально вгрызлась, наверное, в мою память. Это было через несколько месяцев, когда я начал только работать в организации Лошара. Тогда вот информационное направление вел, и он первый раз приехал, встречался с молодежью, и он молодежи сказал следующие слова. Сегодня у нас есть возможности достигнуть, и мы обязательно достигнем такого уровня в своем развитии, о котором наши отцы могли только мечтать. Но для наших детей это уже будет некой нормой и трамплином, отправной точкой для достижения еще больших свершений. И на этих словах, наверное, мы завершим свой подкаст. Аллах Дузар Асхат Нурби. Было очень интересно с тобой пообщаться, много чего обсудили. Я убежден, что нашим телезрителям наш подкаст сегодня понравится. Абзира Кумаст. Абзила.